Ближе к полудню на избирательный участок пришел премьер Алексей Песошин. Глава правительства был в хорошем расположении духа, спросил, как проходит выборный день у членов комиссии. Премьер-министр проголосовал в Казани на 242-м избирательном участке. Федеральный инспектор по республике Виктор Демидов признался, в пятницу и субботу выбраться на голосование не получилось из-за напряженного рабочего графика. Поэтому приехал сделать свой выбор сегодня. Заместитель руководителя аппарата президента Александр Терентьев проголосовал на 61-м избирательном участке в Казанской школе номер 27. Сделать свой выбор он пришел сюда первым. С 8 до 8 3 дня. Это, безусловно, намного удобнее с точки зрения удобства самих избирателей. Уполномоченный по правам человека Сария Сабурская также отметила особый подход к организации выборов этого года. По ее словам, только от граждан зависит будущее страны. Голосование – это очень важная политическая акция, это очень важное право, которое дано Конституцией как Республики Татарстан, так и Российской Федерации. Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков для голосования тоже выбрал заключительный день. На участок в школе номер 68 он приехал вместе с сыном и дочерью. Я пришел сегодня с детьми, моя супруга находится в командировке, но она раньше проголосовала, а сегодня мы семейный день пришли сюда и проголосовали. Министр лесного хозяйства Равиль Кузюров признается, сегодня у него двойной праздник – День работника леса и выборы. Даже в такой день не может пропустить голосование. Для нас это очень важный день и как праздник, ну и вообще, конечно же, определить наше политическое будущее. Депутат Госдумы России Ольга Павлова свой выбор сделала в Казанском лицее номер 121. Событие очень серьезное. В парламент должны прийти активные, энергичные, узнаваемые люди. Одним из первых на своем избирательном участке проголосовал мэр Нижнекамска Айдар Медшин. Свой голос он отдал в поселке Красный Ключ. На протяжении уже третьего дня голосования очень большая активность нижнекамцев. Это, собственно, традиционно происходит. И в этот уже заключительный день голосования и прекрасная погода, прекрасное настроение. Депутат Госсовета Республики Олег Коробченко проголосовал в своей родной школе номер 25 в Челнах. На участок он пришел вместе с женой и дочерьми. Показываем, во-первых, что мы неравнодушны к нашему будущему, ну и показать, что мы граждане своей страны, которые пришли и отдали маленький долг. Также всей семьей на выборы пришел и депутат Госсовета Республики Альмир Михеев. Признается, 8-летняя дочь уже не первый раз приходит вместе с ним голосовать. Потому что это важно, потому что воспитывать гражданское общество необходимо начинать в семье. Активно голосовали сегодня известные спортсмены и артисты. Так, заслуженный тренер России Владимир Олекна на выборы приехал вместе с супругой. А фристайлер Ирек Ризаев отдал голос на 148-м участке. Сюда он приехал на своем велосипеде. Только прилетел с соревнований из Омска и сразу на выборы. Гражданский долг, ты чувствуешь какую-то небольшую причастность к строению, в принципе, государства, даешь свой голос. Вместе с ребятами из агитбригады у входа на свой избирательный участок частушки исполнил заслуженный артист Татарстана и Башкортостана Рустям Асаев и тут же проголосовал. Я как отец, многодетный отец, мне не безразличен жизнь нашего России, чтобы в будущем наши дети еще лучше жили, еще были бы счастливее, чтобы у каждого была достойная жизнь. Вот. Ради этого надо ходить и сделать свой выбор. Отдать свой голос пришел и легенда татарской эстрады Салават Фатхуддинов. Традиционно он делает это в 121-м лицее. Здесь оказалось много поклонников его творчества. Под прицелом их смартфонов он получил бюллетени, затем заполнил и опустил в урну после нескольких памятных фото. Я всегда выбираю, но по душе, естественно. По душе. У меня есть кого выбирать, кто нравится. В основном, кого я знаю. Как можно голосовать за того, кого ты не знаешь? Будем ждать результата. Не только от результата выборов, будем ждать результата от них. Выборы продолжаются, участки закроются ровно в 8 вечера. Вероника Гайнудинова, Алмаз Зиадинов, Вадим Илларионов, Олег Мыльников, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.